В школах города прозвенели первые звонки. В День знаний за школьные парты сели около 1000 первоклассников. Не только праздник, но и скорбная дата. Россия вспомнила жертв трагедии в Беслане. 3 сентября страна отметила День солидарности в борьбе с терроризмом. Купальный сезон в Сибае официально завершен. Специалисты предупреждают, купание в местах, где не обеспечивается безопасность, опасно для жизни. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. В студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. В минувшую пятницу во всех учебных заведениях Сибая отпраздновали 1 сентября. Школьники вновь надели свои рюкзаки, а первоклассники впервые сели за школьные парты. Всего в этот знаменательный день сибайские родители проводили в 1 класс 993 ребенка. О том, как встретили и чем запомнился самый главный осенний праздник – Всероссийский день знаний, смотрите в репортаже Рената Музафарова. Каждый человек в нашей стране знает, что 1 сентября – это не просто начало нового учебного года, но и важное торжественное событие – Всероссийский день знаний. С раннего утра города России охватывает особая праздничная суматоха. По улицам снуют школьники с пышными букетами в руках, мальчишки в утюжных школьных костюмах, головы девочек украшают пышные банты. Праздничные мероприятия в школах нашего города стартовали в 10 часов утра. Учебные заведения встречали главных виновников торжества – первоклассников. Для юных лицеистов из РНДК, как и для всех остальных первоклашек, этот день выдался совершенно особенным. Каждый из них с неподдельным трепетом ждал этого момента и заслужил особого внимания. Принимаем часто школу ребятишек в 1 класс. Но сегодня день особый, мы пришли, встречайте нас. С напутствием к ученикам обратился директор учебного заведения Татьяна Есипова. Она пожелала всем высоких отметок, новых открытий и ярких впечатлений в этом учебном году. Сегодня в 20-й раз распахиваются двери лицея Ирандык, ожидая своих питомцев. Современный мир требует, чтобы новое поколение были знающими, умеющими многое, воспитанными. И я думаю, что с помощью наших замечательных учителей и помощников родителей нам удастся приобрести эти навыки. С праздником в добрый путь! Торжественная линейка прошла в самом позитивном настроении. Светило яркое солнце, звучали песни, поздравления и пожелания, а в завершении линейки был дан долгожданный первый звонок, и все классы разошлись по кабинетам. Самые юные лицеисты прошествовали на свое первое занятие в сопровождении пап, мам, бабушек и дедушек. Впрочем, на порог учебных классов никого из провожатых не впустили. Здесь начинается волнующий путь в мироpoзнание взрослых истин. Момент трепетный как для первоклассников, так и для их родителей. Трепет, волнение, как будто сам в 1 класс иду. Хотя 3-й ребенок, дочка, 1 класс сегодня пошла. Старший сын вот у меня в техникум, 2-й курс пошел. Дочка в 1 класс, в садик маленький. Конечно, волнение, детство проходит вот так. Ну, чувство радости, конечно, в первую очередь. Внучка. Уже у меня одна внучка уже выучилась. Ну, как учится, постарше. Это вот младшенькая. Поэтому радость, и чтобы, как сказать, вот эти все наши ожидания оправдались. Радостная встреча с однокурсниками, кураторами и любимыми преподавателями состоялась в этот день и для представителей сибайского студенчества. Так учащиеся Сибайского педагогического колледжа, отдохнувшие и загорелые в период летних каникул, вновь собрались перед своей родной альма-матер на торжественную линейку. С началом нового учебного года будущих педагогов поздравил исполняющий обязанности главы администрации Сибая Айнур Идрисов. Вы пришли в педагогический колледж для того, чтобы получить профессию, стать учителем. Это правильный выбор. Во все времена профессия педагога востребована в обществе. Потому что именно учителя несут детям знания, воспитывают в них лучшие качества, учат трудиться и мыслить, быть творческими людьми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу процессы модернизации экономики, активно развиваются информационные технологии.
Всероссийский день знаний для студентов педагогического колледжа – событие даже более значимое, чем для всего остального ученического общества. Минуют годы, и новоиспеченные педагоги будут лично встречать учеников в дверях своего образовательного учреждения. Однако, дабы приобщиться к празднику в профессиональном качестве, ребятам необходимо пройти путь от первокурсника до дипломированного специалиста. Выбор профессии для каждого вступающего в мир профессионального образования вообще процесс осознанный. Потому большинство студентов педколледжа вышли с летних каникул достаточно мотивированными на учебу. От этого учебного года я хочу получить хорошие знания и хорошие оценки. Соревнования по волейболу, занять первое место. В этом году у меня практика, я буду вести впервые уроки, и я очень волнуюсь, переживаю, но также я очень рада. Рада, потому что на следующем году мне уже выпускаться, и я могу стать учительницей. Сегодня я хочу поздравить всех первокурсников и учителей, всех-всех с этим замечательным праздником. От всей души поздравляю всех первокурсников и студентов нашего колледжа, а также преподавателей, состав администрации с началом нового учебного года. Желаю, чтобы этот год принес всем нам и нашим студентам новых достижений. Желаю всем здоровья и чтобы все вместе мы добивались новых успехов. 1 сентября – самый долгожданный день для первоклассников и первокурсников, которые впервые переступают порог учебного заведения. Событие, наполненное радостью и приятным волнением. Впереди целый год занятий в интенсивном режиме. Серьезная работа по овладению знаниями для многих учащихся началась уже на следующий день – в субботу. Ринат Музафаров, Рустам Иманкулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. После торжественных линеек всех школьников ждал парк культуры и отдыха. Ребята смогли не только отдохнуть, но и почерпнуть полезную информацию. Парк культуры и отдыха в День знаний всегда становится местом притяжения для детей и их родителей. Побывав на торжественной линейке, школьники спешат на аттракционы, чтобы закрепить летний отдых и насладиться уходящими теплыми деньками. В этом году коллектив парка решил совместить приятное с полезным. Помимо развлекательной программы была предусмотрена профориентационная работа. Воспитанники музыкальной школы и школы искусств выступали на сцене, демонстрируя все разнообразие представленных в учреждениях направлений. Quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. В ходе мероприятия представители учреждений дополнительного образования рассказывали собравшимся о достижениях своих воспитанников, посвящали в тонкости образовательного процесса, отвечали на вопросы. Для многих горожан этот день стал весьма познавательным. Многие дети определились с выбором объединений, которые они хотят посещать. Преподавателя по подготовительной детской школы искусств Анастасию Яковлевну Ильганову. Нам очень понравилось. Я в дом пионеров отдаю ребенка старшего. Он у меня идет в первый класс как раз таки. Мы записали уже на лепку из глины. А именно вот с музыкой связано, что вы хотите сделать? Ну, как бы нет, у него таких, я считаю, дарований нету. Считаем, что образование дает свое. У нас дети занимаются. Старшие занимаются в детской школе «Мандарин», а младшая в художественной школе «Райком процветания». Лето завершилось, наступил новый учебный год, но коллектив парка культуры и отдыха дает всем школьникам возможность продлить летние каникулы. Всю неделю с 1 по 7 сентября для всех учащихся действуют скидки на аттракционы. Лиана Кириллова, Данила Либаев, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Вот уже 13 лет, как 1 сентября россияне не только отмечают День знаний, но и вспоминают трагические события в Беслане, когда в результате теракта в одной из городских школ погибли более 300 человек, среди них свыше 150 детей. В 2005 году в нашей стране была установлена памятная дата. С тех пор 3 сентября в календаре значится как День солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября по всей стране прошли траурные мероприятия, в том числе в местах трагедии. Россияне вспоминали не только жертвы Беслана, но и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке, погибших при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и всех террористических актах, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Терроризм – это наша общая проблема, и угроза может возникать не только в крупных городах страны. Отдельные проявления терроризма и экстремизма можно встретить
даже в небольших населенных пунктах. Так, в Сибае в июне нынешнего года были задержаны 3 членов запрещенной в России террористической организации Хизбут Тахрир аль-Ислами, в том числе и ее лидер. Оперативники изъяли запрещенную литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов, а также технические устройства и электронные носители информации, которые использовались для вербовки и обучения новых сторонников. Для профилактики подобных явлений в городе, так же как и по всей стране, создана антитеррористическая комиссия и группа оперативного реагирования, куда входят представители всех правоохранительных структур, органов местного самоуправления, учреждений образования. Сейчас у нас составлен план мероприятий, очень обширный, кстати, в этом году план мероприятий по нашим учебным заведениям и дошкольным заведениям, для того, чтобы уже детей с малых лет садика и уже в школе, чтобы они знакомились с азами опасности, то есть что можно делать, что нельзя, какие действия необходимо предпринимать в тех или иных случаях. Поэтому, например, в дошкольных образовательных учреждениях, в детских садах это проводится в виде игр с детьми. Вот. Ну а в школах уже, то есть в высших учебных и средних специальных учебных заведениях, конечно же, уже там намного посерьезнее, там уже есть свои люди отработанные, которые есть зона ответственности, и каждый человек должен в критической ситуации, самое главное, не растеряться и выполнить тот объем работы, который необходимо будет сделать при возникновении критической ситуации. Самое главное, чтобы, конечно, люди не впадали в панику, самое главное, чтобы они могли выполнять свои должностные и функциональные обязанности, и самое главное еще, чтобы этот контингент не допустил паники на той территории, на которой он ответственен. В преддверии нового учебного года особое внимание уделялось учреждениям образования. Дети – самая уязвимая часть населения и самая беззащитная, а потому вопросы их безопасности всегда в приоритете. Полностью у нас были обследованы все школы по многим, и по территории школы, по прилегающей территории, и сами школы, соответствующими структурами, кинологами, тем более до момента, то есть уже за определенный промежуток времени до проведения данных мероприятий были установлены видеокамеры, которые постоянно просматривались для того, чтобы видеть там в дневное, в ночное время, какое движение находится на той или иной территории, например, в школе. Потому что если по трагедии Беслана говорить или, например, там вспоминать Норд-Ост, то, в принципе, конечно, те люди, которые пытаются, там, допустим, заниматься террористическими акциями или экстремизмом, они очень изобретательно там, в виде различных структур, служб, они проникают в различные наши школы, там, в виде, например, работников там, или каких-то экстренных служб. То есть в этом случае у нас персонал, честно говоря, предупрежден. Даже если сотрудник приходит в какое-то, ну, допустим, подозрительное время и показывает, например, там, служебное удостоверение, что, мол, меня пропустите туда-то, туда-то, то фактически сейчас вот по многим школам этот номер уже не проходит. Лучшая профилактика экстремистских настроений – это толерантность и взаимоуважение, которые позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. О проявлениях терроризма и экстремизма на территории нашего города горожане могут сообщать по телефонам отделения ФСБ России по городу Сибай 57575, отдела МВД России по городу Сибай 54502, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу 112. Лена Кириллова, Радмир Сингулов, Гульнина Раскельдина для службы новостей. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. В течение нескольких дней в Сибае разыскивался человек Тагиров Артур Мансурович, 1985 года рождения. Сообщалось, что 1 сентября после обеда он уехал на рыбалку в Абзелиловский район и с тех пор не выходил на связь. Сегодня, как сообщают люди в социальных сетях, его тело было найдено, мужчина утонул.
Кроме того, в эти дни также разыскивался 23-летний Михаил Каплин. Сообщалось, что молодой человек пропал в ночь с 24 на 25 августа. По информации близких, он поехал гулять на дачу с друзьями. Ушел от них ночью и пропал. К делу помимо правоохранительных органов подключились родные юноши и волонтеры. К сожалению, Михаил был найден мертвым. Мы приносим соболезнования родным и близким погибших. К другим новостям. Гидромедцентр России опубликовал данные ожидаемого распределения аномалий температуры осадков в сентябре. Согласно составленному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Башкортостане ожидается около среднемноголетних значений. Месячное количество осадков на территории региона предполагается меньше среднего многолетнего количества. Во всем центре России сентябрь окажется почти на 2 градуса теплее обычного. Осадков прогнозируется на 20-30% меньше нормы. Часть людей продолжает купаться в водоемах, однако официально купальный сезон закрылся с 1 сентября. Его сроки были утверждены постановлением администрации города, которое устанавливало график работы городского пляжа в купальный сезон с 1 июня по 31 августа. В купальный сезон была организована работа спасательного и медицинского постов, санитарная очистка территории пляжа и вывоз мусора. Происшествий на воде на городском пляже в течение лета 2017 года не произошло. С 1 сентября безопасность на реке Туяляс не обеспечивается. Спасательный пост Управления гражданской защиты прекращает работу до следующего купального сезона. И последнее. В связи с проведением испытаний на тепловые потери в городе будет отключена подача горячей воды. Изначально ставили сроки с 5 по 8 сентября. Сегодня стало известно, что этот период сократился. Горячее водоснабжение в некоторых частях города возобновится уже 6 сентября во второй половине дня. Такими были новости понедельника. Сразу после смотрите специальный репортаж Данила Алибаева о прошедшем в Сибае празднике Курбан-Байрам. На этом все. Удачной вам недели и увидимся.